Сейчас уже в преддверии истечения срока моих полномочий, которые истекают 12 декабря этого года, в сфере событий, которые у нас произошли в республике, вы все хорошо знаете, депутат Квартия почему-то решил оказать давление на исполняющего обязанности президента. В своем высказывании, на брифинге, где он находился 21 ноября, и он дословно сказал, что если будет внесено представление Агарба в парламент, тогда нам придется потревожить людей. Я лично расцениваю это как оказание давления на исполняющего обязанности президента. Так оно и звучит, так оно и есть на юридическом языке. Это именно так и понимается. И мной, и всеми моими коллегами. А в мой адрес он высказал и сказал, что я, как прокурор, полностью себя дискредитировал. Я это тоже воспринимаю как оскорбление. Это уже выходит за пределы дозволенности. Я так считаю, что депутат парламента не вправе так высказываться. Ну, у меня сложилось такое убеждение, что этот человек хочет силой решить этот вопрос. С учетом того, что у нас сложились с ним такие взаимоотношения, он нас хочет отсюда просто выдавить. Я хочу сказать вам следующее, уважаемые друзья, которые здесь присутствуют. Я в это кресло не вцепился. Есть сегодня действующий президент, исполняющий обязанности президента. В соответствии с Конституцией, законом о прокуратуре и действующим законодательством есть определенная процедура, есть определенный регламент, которому должны следовать все. Если сегодня Бадра Зурабович скажет: Адгур Нукзарович, 12 декабря твой срок полномочий истекает, на этом твоя профессиональная карьера в этой должности заканчивается, я тихо, спокойно закрываю кабинет и иду заниматься другими делами. Если я такой плохой прокурор, как я могу работать вице-премьером в их команде? Он мне говорит, что он будет вице-премьером в нашей команде. Наверное, да. Как я могу там работать, если я здесь не справился? Значит, вице-премьером я справлюсь, я так понимаю. Да? Я хочу ему передать, что их должности мне не нужны. Я знаю, что мне делать и где мне находиться. Если сегодня исполняющие обязанности и депутаты парламента примут решение и скажут, что я здесь находиться не должен, если они такое решение примут, я знаю, чем мне дальше заниматься и где мне находиться. Я хочу, чтобы вы вот это знали. Наши люди работают, прокуроры работают, но есть законный порядок возбуждения уголовного дела. И юристы, кто этим занимается, уголовным судопроизводством, они прекрасно это знают. В каждом отдельном случае рассмотрения сообщения о преступлении должно быть повод и основание для того, чтобы из него родилось уголовное дело. А вот так людей на массу, как говорится, говорить в угоду себе, это уже другие вопросы. Поэтому ничего генеральный прокурор не спрятал, ничего не укрыл. Все материалы. Это у вас будет брифинг. У нас уже был брифинг. Да, я просто знаю. обращаю внимание, кто-то уже смотрел, а кто не смотрел, пожалуйста, посмотрите. И я к тому еще раз говорю, что, как генеральный прокурор сказал, это все продиктовано личными амбициями Кана Квартия, который хочет, почему-то он решил, что он сегодня имеет такие юридические полномочия, значит, снимать и назначать, неважно, генерального прокурора или кого-то там, я не знаю, из исполнительной власти и так далее. Что он так хочет, или да. я так хочу, так не бывает. Да. Есть закон. Да. Давайте мы все будем делать по закону, как полагается. Именно так.